forced insertion of intrauterine contraceptive devices. We are talking threats of internment for those who violate birth control policy. 17 февраля 2020 года был опубликован отчет фонда Джеймстауна, в котором доктор Адриан Зенц представил подробный анализ еще одного аспекта китайской государственной политики в Синьцзяне – мер по принудительному снижению рождаемости среди этнических мусульманских общин, включая массовое применение обязательного контроля рождаемости и стерилизации. Эта политика, проводимая властями правящей коммунистической партии Китая, КПК, направлена на сокращение уйгурского населения в Синьцзяне по сравнению с численностью этнических ханьцев и тем самым на содействие более быстрой ассимиляции уйгуров в расе китайской нации, говорится в докладе. Основываясь на исследовании оригинальных материалов на китайском языке, доктор Зенц приводит убедительные аргументы в пользу того, что аппарат партии государства КПК в Синьцзяне занимается геноцидом этнических мусульман. Журналисты Associated Press самостоятельно проверили данные и выводы работы Зенца и опросили людей из северо-западных регионов Китая. Они во многом подтверждают выводы ученого в расследовании. Представители МИД Китая уже назвали доклад Зенца и исследования Associated Press сфабрикованными. Также в понедельник, 29 июня, глава Госдепа США выступил с соответствующим заявлением по этому поводу. Мир сегодня услышал тревожные сообщения о том, что Коммунистическая партия Китая, КПК, применяет принудительную стерилизацию, насильственные аборты и ограничение рождаемости против уйгуров и других меньшинств в Синьцзяне в контексте продолжающейся кампании репрессий, заявил Майк Помпео. Мы призываем Коммунистическую партию Китая немедленно прекратить эту ужасную практику и обращаемся с призывом ко всем странам присоединиться к США с требованием прекратить эти антигуманные злоупотребления, заявил государственный секретарь США. Примечателен тот факт, что политика принудительной ассимиляции уйгуров и других этнических мусульман проводится Китаем уже на протяжении нескольких лет, а в 2016 году весь мир узнал о существовании так называемых лагерей перевоспитания, где содержится по различным данным более миллиона мусульман. Весь мир, включая правителей мусульманских стран, игнорировали этот факт. В некоторых моментах в адрес правительства Китая высказывалась критика с неодобрением применяемых ею методов, но не более. Политологи считают, что не стоит переоценивать сегодняшние нападки правительства США в адрес Китая по этому поводу, так как они связаны со сложившейся политической ситуацией в отношениях между США и Китаем, то есть никак не связаны с искренним сопереживанием за судьбу уйгурского и других мусульманских народов, ведь на протяжении долгих лет США являются не просто свидетелем, но и активным участником, а иногда даже зачинщиком геноцида мусульман в Афганистане, Ираке, Алжире, Сирии, Йемене, в африканских странах и так далее. Подтверждает это мнение шокирующие откровения, которые недавно опубликовал экс-советник Дональда Трампа Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло». Об этом сообщил американский телеканал CNN. Болтон описывает случай на обеде во время встречи G20 в Осаке в июне 2019 года, когда присутствовали только лидеры стран и переводчики. Тогда, как пишет экс-советник, Трамп подбодрил генсека ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина относительно строительства таких концлагерей, когда тот объяснил Трампу, почему строят концлагеря в Синьцзяне. Трамп ему ответил, что Си должен продолжать, так как это абсолютно правильно. По словам Болтона, сотрудник Совета национальной безопасности по Азии Мэтью Поттингер передавал ему, что Трамп заявлял нечто подобное и во время своей поездки в Китай в ноябре 2017 года. Также Болтон отметил, что Трамп отказывался реагировать на такие шаги Китая санкциями, мотивируя это тем, что между странами продолжаются торговые переговоры. I'm sure is mystifying to many people.